Первый фестиваль «Музыкальный камертон «Земле Коми», приуроченный к столетию со дня рождения первого профессионального коми-композитора Александра Осипова, стартовал в столице республики. В литературном музее имени Куратова на республиканской конференции сегодня говорили о сохранении наследия композитора. Открылась выставка «Звени Коми-песня». Песни и хоры Александра Осипова прозвучат в Национальной библиотеке Коми. Вариации на самую известную песню «Кашащиньяс» «Ромашки» в купольном зале Нацгалереи. Обо всем подробнее Анастасия Тюрнина. Это, пожалуй, самая известная песня Александра Осипова на слова Серафима Попова. Она родилась в 1962 и впервые прозвучала в Сыктывкаре по радио в передаче с участием композитора. С тех пор «Кашащиньяс» стала народной. Слова и ноты печатали почти во всех песенных сборниках Коми 60-х-80-х годов. Вот один из них. На выставке личные вещи композитора. Трудовая книжка, фотоаппарат, ноты, статьи. Наследие первого профессионального композитора в Коми хранят с 1998 года. А вот в родном Старожевске этим заниматься стали гораздо раньше. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Она была сделана у нас в Старожевске более 90 лет тому назад. Здесь вы видите мальчика лет 9 рядом со своей мамой. По их одежде можно сказать, что они люди небогатые, из простой крестьянской семьи. Именно в такой семье и родился будущий композитор. Пройдет время, и про этого мальчика в нашем селе будут с гордостью говорить. А писта Яков Дарьялан – композитор, а сын-то у Яков Дарья – композитор. Виртуальную экскурсию в музей истории села Старожевск проводит ученица 10 класса Варвара Макарова. Она о знаменитом земляке может рассказать многое. Александр Георгиевич родился в 1923 году. Воспитывался в детском доме, после школы семилетки стал руководить самодеятельным оркестром в Усть-Куломе. Затем поступил в Вологодское музыкальное училище, играл на домре и скрипке. В 1941-м добровольцем ушел на фронт и через год был сильно ранен. Из-за искалеченной руки уже не мог продолжать карьеру музыканта-исполнителя. Закончил институт имени Гнесиных в Москве и аспирантуру Московской консерватории и стал хормейстером. Работал с ансамблем песни и пляски Коми СССР, с хорами Грозного, Сыктывкарского радио, был художественным руководителем Коми Республиканской филармонии. Работал в Сыктывкарском музыкальном училище и Московской консерватории. Гениальный человек, безусловно. Во-первых, это человек, который первый заговорил так вот на всю страну о коми-песне. Он первый написал диссертацию. Он первый закончил аспирантуру. Слушайте, он первый стал преподавать в консерватории. Он вообще первый член Союза композиторов. Александр Осипов, выезжая в районы Коми, собрал более 200 народных песен, многие из которых инструментировал и обработал для хоров и солистов. Результатом исследования фольклорного наследия стала диссертация «Песни народа Коми». Это первое фундаментальное исследование народных песен Коми и сегодня актуально и востребовано. У него статья вышла в 1962 году в Югутуе «Коми народную музыку на широкий простор». Так вот, вот эти пару слов как раз-таки говорят о его творчестве, о его силе, о его любви к народной культуре Республики Коми, о его работе, которую он проводил, чтобы объединить эту культуру, передать ее и распространить и сохранить. А творческое наследие Осипова – это более 150 песен на стихи коми-поэтов, музыку к спектаклям драматического театра, инструментальные произведения, обработки народных песен для хоров и ансамблей различных составов. Предстоит еще, наверное, работать и найти тот архив, который остался после его смерти в Москве, когда последние годы он проживал в Москве и преподавал в консерватории. Сейчас тот архив, который есть в Национальной библиотеке, мы приложили все силы и усилия, мы перевели его в цифру, и он доступен для всех читающих, для всех жителей Республики Коми в Национальной электронной библиотеке. То есть каждый может прикоснуться и может послушать и творчество Александра Осипова. Коми-композитора Осипова называют лириком, а его патриотические песни звучат особенно душевно. Осипов, безусловно, его можно назвать классиком нашей коми-музыки.
Его самая известная песня «Ромашки Качащинас». Естественно, что они звучат, эта песня. Звучит эта песня. Мы исполняли его произведение нашим ансамблем вокальным. Детские коллективы у нас, солисты поют его песни. И даже вот сегодня у меня вокальный ансамбль «Свирель» исполняет его удорские частушки, которые мне всегда очень нравились. Моя мечта сбылась. Удорские частушки и другие песни Александра Осипова прозвучат на гала-концерте первого фестиваля «Музыкальный камертон землекоми». А вот уже вариации на народную песню «Качащиньяс» соберет букет ромашек в Национальной галерее Коми. Анастасия Тюрина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.